Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионкой России стала Анна Щербакова. На втором месте Алена Косторная, бронза у Александры Трусовой. Среди спортивных пар победа принадлежит Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Дарья Павлюченко и Денис Кадыкин заняли третье место. Победители и призеры национального первенства войдут в состав сборной России на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Австрии в январе 2020 года. После 9 туров чемпионата мира по блицу россиянка Екатерина Лагно занимает первое место. Набрав 8 очков, Лагнова возглавляет турнирную таблицу. У россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской в активе по 7 очков. То же количество баллов у представительницы Индии Хампи Канеру. 30 декабря шахматистки проведут еще по 8 партий, а по итогам 17 партий определится чемпионка мира. А на мировом первенстве по рапиду победу одержал действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсон. За весь турнир норвежских шахматист не потерпел ни одного поражения. По итогам 15 туров Карлсон набрал 11,5 баллов. Второе место занял иранец Али Реза Фураджа. В его активе 10,5 очков. По итогам мирового первенства 29-летний Карлсон стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам. В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» уступил хоккеистам клуба «Сочи». Встреча завершилась со счетом 1-0. Победная шайба принадлежит Сергею Шмелеву на второй минуте овертайма, а голкипер Сочи Илья Проскуряков отразил 20 бросков. Хоккейный клуб «Сочи» 4 января примет московский ЦСКА, а «Спартак» днем ранее сыграет дома с подмосковным «Витязем». В рамках многодневной лыжной гонки «Тур-де-Ски» россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем. Победу в финальном забеге одержала словенка Анна-Мария Лампич. Второй финишировала норвежка Майкен Касперсен Фала. Накануне российская спортсменка заняла 6-е место в масс-старте свободным стилем. А после 2 гонок в общем зачете Тур-де-Ски на первое место все-таки вышла Непряева. 1 секунду ей проигрывает Лампич. На 5-й секунде отстает норвежка Тереза Йоханна Ок. Ей принадлежит 3-я позиция. Следующие гонки Тур-де-Ски состоятся 31 декабря в Италии. В этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января. Манчестер Сити на своем поле победил Шеффилд Юнайтед в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. В составе Манчестера голы забили Серхио Агуэро и Кевин Де Брuyне. Манчестер Сити набрал 41 балл за 20 матчей и занимает 3-е место в таблице чемпионата Англии. Шеффилд после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет 8-м. В следующем матче Манчестер Сити 1 января примет Эвертон. Шеффилд Юнайтед сыграет 2 января с Ливерпулем. Группа аквалангистов отпраздновала приближение Нового года в глубинах Байкала. Дайверы устроили конкурсы и исполнили балетные номера. Подробности далее. По сложившейся традиции дайверы из Листвянки в Иркутской области начали отмечать новогодние праздники на дне Байкала. Участники подводного утренника, помимо профессионального снаряжения, продемонстрировали карнавальные наряды. Один из них избрал образ крысы, символа очередного года по восточному календарю, который наступит только в конце января. Программа погружения включала соревнования и конкурсы, в том числе забеги с гирями. Роль Деда Мороза выпала Александру Васильеву. Он вручил подарки победителям и не только им. Победила по большому счету дружба, но были и самые-самые отличившиеся. Они, конечно же, получили ценные призы. Прям там? Прямо там, конечно. Я ж подводный Дед Мороз. Анна Гуменникова и ее подруги исполнили танец маленьких лебедей. С девочками решили, что раз Новый год, раз зима, должно же быть какое-то волшебство. А какое волшебство у девочек? Самое замечательное – это Лебединое озеро. Все балерины, все стройные, все красивые. Только мне ткани не хватило. Вода в Байкале оказалась довольно теплой для этого времени года. Ее температура составила комфортные 3 градуса. На воздухе термометр показывал -20.
На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия 24.